Ну, это удача, что, ну, если хочешь, Бог послал. То есть тебя в качестве этого Да, второго? в качестве третьего ученика. Ну и хорошо, чудесно, так. И эти занятия происходят на станции Новодачная. Причем, что удивительно, что я никогда по этой дороге, по Савеловской, никогда не ездил, ни на самую ближайшую станцию. И даже не был никогда на Савеловском вокзале. И отмечает вот странность, потому что потом Савеловское направление железной дороги как-то сыграло Стал знаком. роль в моей жизни. Ну Да. вот, познакомился, да. Вот. Ну, Действительно хороший преподаватель. преподаватель, причем я отказываюсь в этой ситуации заниматься математикой, настолько я самоуверен. Я хочу заниматься только физикой. Ну, с математикой почему еще я был уверен в себе, потому что кроме того, что я сам занимался, я какой-то период времени ходил вот на эти очень дешевые занятия по 60 копеек сеанс. Репетиторы брали 2,50, чтобы так сказать. Ну, обычные репетиторы, не сверхзвезды. А там в МГУ читали сверхзвезды, я считаю. Поэтому я как-то, набравшись еще там каких-то знаний, именно школьной математики для поступления в ВУЗ, определенная специфика, конечно. Значит, от занятий математикой я отказываюсь, к неудовольствию, конечно, этого преподавателя. На физику, значит, я соглашаюсь, или принимаю, или заказываю эти уроки. И мы втроем ездим туда. Росляков Володя, это будущий муж Муси, один из будущих мужей Муси. И Володя Простяков, который нашел этого преподавателя. Преподаватель фамилия Окунь, сейчас не вспомню, как зовут, но это очень интересный даже человек. Учебники какие-то. У него есть учебники. Да. И он регулярно занимается подготовкой наших олимпийских команд. Вот когда международные соревнования учащихся по математике, то он, как правило, готовит наши команды математические. У него есть учебники, они довольно сложные. Что поразительно. Значит, к тому времени я, конечно, физику знал так, что я получал оценки в школе нормальные. То есть у меня 5 в аттестате стоит. Но это было так, что отвечало школьным требованиям школьных учителей, так будем говорить. Я не занимался никаким там известным всем учебником, которые существуют по физике, Ландсбергом, когда готовится к ВУЗ. Это у меня более позднее открытие, когда я сам уже стал заниматься репетиторством уже в более поздние годы. И этот человек за 6 занятий Поставил тебя. поставил меня в ряд тех, кто может сдать экзамены по физике. Это просто поразительно. Я по физике, там в физтехе было так, 4 экзамена считалось, хотя на самом деле было 5, 2 математики, письменная, устная, и 2 физики, письменная, устная, и русский язык. Ну, не русский язык, сочинение. Так вот, у меня по физике получено мною на экзаменах 4,4. Это очень хорошие баллы. Проходным было получить... А по математике? По математике это отдельная история. Ну, 5-5? Ну, в итоге. Нет, 5,3. 5-3. Ситуация таким образом выглядит. 5 за письменную. Первый экзамен – математика. Устная. Письменная. Начинался там с письменной. Когда приезжаешь за результатами по письменной математике, они нигде не вывешены. Ты просто идешь на устный экзамен, там достают твою работу, и там тебе объявляют на устном экзамене, какую ты оценку получил. И часть работы экзаменатора с абитуриентом заключается в том, что некоторые задачи разбираются, то, что там делал. Да. И, значит, идут всякие там одни, другие вызываются люди. Меня вызывают, и мне заявляют, что я получил 2. Я, когда домой приехал, естественно, так разбирался с тем, с пятым, с 10, и я понял, что я все сделал правильно. Я не отношусь к самонадеянным людям, я готов всегда предположить, что я сделал ошибку скорее. Я иду к нему, и мы начинаем разбираться. Мы разбираемся очень-очень долго, и этот человек вынужден мне поставить 5. Я ему доказал, что все, что там сделано правильно. Ну, представляешь себе, да, часа 2 разбор,
получение места от двойки к пятерке, начинается устный экзамен. И по устному экзамену я получил тройку. Это уже было хорошо с его стороны. Ну, я думаю, это Но не более совсем того, справедливо. Да, ну ладно. не, ну там уже, понимаешь, сказывалась и усталость, а вообще-то я допускаю, что... Ну, 0 факториал мне задал вопрос, я не мог ответить на то, что такое 0 факториал, что это будет. И сейчас вообще, наверное, уже забыл, хотя знал ответ. Ну, на каких-то казусах, требующих именно вот такого знания, не вытекающего, вот я медленный, я же говорю, что я медленный, мне надо построить цепочку. А когда она, безусловно, знает, не знает, это так вот, знает, как хранилище, взял с полочки. Такого, конечно, я к этому не тренированный, не умею. Но, тем не менее, 8 очков по математике это было сверху хорошо. Потому что на письменной математике срезалось на процентов 70. А тут еще и 8 очков. А 16 баллов – это абсолютный проходной балл. На русский язык вообще не считается сочинение. И я вообще полный уверен, что у меня все хорошо. Потом пишется как сочинение. По нему я получил тройку, кстати. Это тоже было не страшно. Ну, положительная оценка. Вот. А при этом, что интересно, с Росляковым. Вот тоже отдать надо должное моему сопернику. Я сразу сдавал на физхим, он на аэромех сдавал. Да. По-моему, так назывался, могу путать что-то. Ну ладно. А почему хим? Тебе и хим? Почему на физхим? Только потому, что мне показалось, что это интересно. Я ведь всерьез не занимался в школе. И поэтому мои суждения о физико-химии были суждениями из того, что я читал, слышал, какие-то. Я понимал, что это очень интересно. И это в русле общего продвижения науки. Только по этой причине. Ну, он на первом же экзамене, вот на математике, срезался. Но что было интересно, что внутри самого физтеха он был среди тех, кто сдавал в первом потоке. Он быстро документы забрал со своего факультета и перебежал в другой факультет. Там сдал документы, и по второму потоку он прошел. Надо сказать, что это тоже поступок. Ну да. Короче говоря, когда мы приезжаем с ним вместе смотреть, кто зачислен. Да, еще было собеседование. Причем, тут два момента. Во-первых, когда я ехал сдавать документы в физтех, мой дядюшка написал мне автобиографию. Игнас, да. Он в это время был со мной, ответственный момент. Он кормил меня, поил, да. Это очень важно, на самом деле. Да, конечно. Организация быта, это, безусловно, в такие, тем более, важная часть, составляющая подготовки к экзамену. Ответственная, да. И там была многостраничная биография, рассказывающая очень много о моих предках, о том, главным образом это было связано, понятно почему, потому что это было связано с тем, что нужно было объяснить, что Шухт не так плохо, как кажется, а во-вторых, что то, что Виктор Аполлоныч родился в Женеве, тоже не так страшно. И этому было посвящено очень много страниц. Я когда приехал сдавать документы, мне показалось просто стыдно писать такую автобиографию. И я написал по общему стандарту, который может прийти в голову десятикласснику, который не хочет отличаться от других десятиклассников. А наши мысли ты там не упомянул. Нет, конечно. Хорошо. Нет, но это уже было, это означало отличаться, если я писал про наши мысли. Понятно. Но там еще была стадия собеседования, и более того, в условиях поступления было оговорено, что успешная сдача экзаменов, это оговорено было в условиях конкурса, еще не гарантирует приема в ВУЗ, что многое зависит от того, как на вас посмотрят люди, которые будут с вами беседовать. То есть формальное отношение, неконтролируемое никак, никак не фиксируемое объективно, там присутствовало. На собеседовании я почувствовал, что как-то что я не нравлюсь тем, кто меня спрашивает. Но тем не менее, собеседование. Оно сразу никаких не объявляет результатов.
списках поступающих меня нет. Я приезжаю совершенно убитый, тем более, что Росляков, набрав там 12,5 баллов. Есть в этих Есть. списках. Ну, имеется в виду 4 вот эти основных предмета. Ну да, да. В общем, убитый в никаком состоянии, валюсь на диван. Ну, Игнатий без расспросов понимает, что меня не приняли. Задает мне несколько вопросов, из которых он быстро понял, в чем дело. Выяснил, что я написал не ту автобиографию, которую надо. И отправился на прием к ректору. Молодец. Молодец, конечно, молодец. Ну, вот таким Он образом я тоже оказался в выбрали физике. главного человека Таким образом я для оказался в нанесения физике. визита, а не удара. Так. Вот. Но поступив, понимаешь, это вот, кстати, то, что я был принят как-то с таким трудом, испортил на вкус к вузу, понимаешь? Я все-таки чувствовал себя Падчерицей, пасынком. не принятым в эту среду. Вот. Ну и более того, у меня было представление такое о студенческой жизни, когда я должен реализовывать себя как личность не только в учебе. А в физтехе этого делать было нельзя. В физтехе надо было учиться всерьез, отдавая этому все свободное время. Ну, а я этого не делал. Ну, каким-то образом я выезжал, значит, там 2 года на этих самых... То есть ты там 2 года проучился? Да. В конце 2-го года я взял академический отпуск. Ну, тебе нравилось учиться-то вообще-то? Ну, Мне нравилось учиться, да. Но меня занимало уже в это время многое другое. Людям было интересно обсуждать какие-то ходы учебные, и вот они обсуждали именно это на досуге. А меня это уже не занимало. Там надо было быть погруженным. Надо было быть погруженным. Вот я хотел посвятить себя физхимии, и должен был в эту физхимию погрузиться. Мне было интересно, там преподавали очень интересные люди. А ты не особо погружался, понятно? Мне было интересно, в частности, один из физиков известных, сейчас не вспомню фамилию, как-то выпадает из памяти, он тогда в этом физтехе на одной из таких свободных лекций, которые там практиковались, общение известных специалистов со студентами, он рассказывал о теории свободных радикалов, он рассматривал раковую болезнь, как вообще говоря, порожденную именно этим радикалами. Он сравнивал это с цепной реакцией, происходящей в атомной бомбе, соответствующий подход. То есть это то, что сейчас только вот вообще говоря как-то вошло в обиход. Франк Каменецкий, вот вспомнил я фамилию. Его сын, кстати, учился в одной из, либо в параллельной группе, в общем, тоже на физхимии. Вот нужно было быть погруженным. Вообще говоря, к этому у меня было интересно, но я не погружался, я хотел там, я думал о МУСе, я думал еще о чем-то, о общественно-политических вопросах, о философии, жить и зачем жить, что там думает по этому поводу Лао Цзы. Пропускал, в частности, занятия физкультурой. А физкультуре, надо сказать, уделялось очень большое внимание в физтехе. Там не приветствовались слабенькие тельца, которые, у которых большая голова. Считалось, что нужно быть здоровым. И поэтому физкультуре уделялось очень большое внимание. В частности, когда выяснилось, что у меня много пропусков, меня в первую сессию не допускали именно из-за того, что у меня не было зачета по физкультуре. А по физкультуре я не мог освоить перекидной прыжок. Нужно было не просто прыгнуть в высоту, а нужно было преодолеть ее определенным способом. Я как-то не жаловался на это, прыгать как-то всегда умел, но все это были простые прыжки, там, ножницы, да, в крайнем случае, или просто никак поджать ноги. И требуемую высоту я таким способом мог взять. А вот перекидной прыжок мне не давался. И второй момент, нужно было 10 раз присесть на одной ноге, чего я, кстати, тоже не мог. Да, И вот перед этой угрозой, значит, не быть допущенными к экзаменам, я получаю разрешение посещать физкультурный зал и хожу туда уже действительно. Там у меня была комната, я мог ночевать там, не ездить. Это, кстати, поразительная, так сказать, возможность. Они москвичам предоставляли общежитие.
И вот я не приезжал уже домой, а Перекидной прыжок ночевал в одолел. физтехе, да, и все свободное время занимался не физикой, а осваивал перекидной прыжок и приседания на одной ноге 10 раз. Это не шутка. Нет, это не шутка. Я абсолютно не могу представить, чтобы я присела на одной Ну ноге. не может быть. Ты крепкая девушка. Нет, может быть, когда-то, и то, и ноги у меня крепкие. Да. Ну и чего? Ты Ну, 10 раз научился или тебе за 5 разрешили? Нет, я сдал зачет, если тебя интересует сразу результат. То есть я сделал все, что нужно, и 10 раз присел, и перекидным прыжком прыгнул. Может быть, не самым техничным способом, но сделал, так что преподавателя устроил, получил право сдавать сессию сдал. Вот, и тут просто один момент, который мне хочется подчеркнуть. Это зима, декабрь месяц. Я вот занимаюсь этими тренировками самостоятельными. 58-й год? Нет, это зима 59-го. 59-го. Перед 60. И я выхожу когда с таких самостоятельных тренировок, значит, зимний вечер, уже поздно так. Я поскользнулся. И в этот момент, когда я поскользнулся, я инстинктивно делаю те движения, которые нужно сделать при перекидном прыжке. То есть вот это вот автоматизм наработанный, когда я уже оторван от земли, у меня ноги должны делать. То есть я понял, что да, уже вошло в плоть и кровь так двигать ногами. Вот. Но к тому времени, к сожалению, или к счастью, значит, я уже интересовался много чем другим. К этому времени я познакомился. Кстати, не знаю, как первое знакомство произошло. Может быть, это произошло немножко позже. Скорее всего, это произошло ближе к весне 60-го года. Да, ближе к весне 60-го года я живу на Пушкинской площади, да, рядом с Пушкинской площадью, мой район гуляний Маяковка. А там к этому времени начинаются чтения стихов. Сборище, народ, что-то читает. А я ни с кем не объединяюсь, тем не менее, какие-то стихи, что-то такое писал. Конечно, зачем же объединяться, чтобы писать стихи? Стихи пишутся обычно не объединяться объединяются. надо. Между прочим, Пушкин во многом стал Пушкиным, потому что в лицее у него было с кем объединяться, и было кому читать, Ну, не и кого для слушать. писания стихов же. Нет, и для писания стихов тоже. Короче говоря, у меня уже был некоторый опыт, я даже сходил в редакцию «Юность» со своими стихами. Я принес им стихотворение, которое было навеяно как-то сразу и манерой Маяковского, и жизненным опытом Паустовского. У Паустовского есть книга, где написывают... Ну, биографии фактически. 2 тома. Нет, это была не биография, это была художественная книга. Она описывала его, она биографичная. Ну, художественная, да. Где он описывает, Конечно, как не он живет в Одессе, биография. и так Да, далее. да. И вот какой-то его жизненный опыт вошел в меня, как в факт. И там были использованы мотивы Паустовского. Ну и когда я прочитал, не помню, что меня принимал, откровенно говоря, было все равно, я даже не знал там редактор. Обычно люди, которые идут, кому-то несут свои стихи, да, они знают этого человека, знают его вкус. Ну, понятно. Как правило, большинство литераторов, которые всерьез хотят быть литераторами, они идут не вообще абы куда, а идут конкретно к кому-то, подобрав себе в суде человека, который может понять именно их манеру письма, близкого по духу, читали его самого. У меня ничего этого не было, я был полный неофит, ничего об этих людях не знал, и авторов, как авторов их не видел, не знал и не читал. Я приношу вот свое стихотворение, и еще какое-то там 2 стихотворения принес. Во-первых, мало, да, и у меня действительно не было пакета стихов, из которого можно выбирать. Ну, он мне так смотрит и говорит, а что это вообще, чем вдохновляется? Я вот именно так же, как тебе рассказываю, что вообще мне Маяковский нравится, это первое. Говорю, что во многом я пришел к тому, что надо как-то писать, потому что стал слушать и говорить, как это зарекомендовал Маяковский. И у него есть статья «Как делать стихи».
Я мне восхищен вообще и фигурой Маяковского, и этой статьей. Вот, а во-вторых, вот Паустовский. Ну, он говорит, ну что же вы мне рассказываете, прошу вас, нет. Ну, смысл такой, конечно, в каких-то других выражениях. Но смысл такой, что вы с чужим опытом и с чужой манерой приходите и хотите, чтобы вас публиковали. Зачем? Мы будем публиковать кого-то, кто никому не подражает. Короче говоря, меня изгнали. Ну, не изгнали, сказали, что давай, мальчик, иди. Значит, в другой раз когда-нибудь приходи. А более того, там потом, я уже потом понял, кто это такой пришел. Вот этот вот немножечко уродливый поэт, уродливый в смысле телосложения своего, который на слуху у всех барышень, стихи не вздохи на скамейке, не что-то про луне. В общем, такой женско-чувствительный поэт, конечно, которому вообще, он тоже взял почитать, это все просто было противно, то, что я там накорябал. И более того, почерком своим. Но я старался, конечно, писать, стараюсь все-таки напечатать на машинке. В общем, ушел я как от чужих людей, и не то, что я ушел считать себя выше или ниже, я ушел от людей, которые не хотят меня понимать и слушать. Вот, все, вот такое было ощущение. Ну, не нужно я, но и не нужно. То есть это оставалось. Так вот, когда на Маяковке все эти всякие чтения, да, я вот как раз с этим стихотворением, которое я носил в юность, вылез тоже к подножию памятника, пробрался и прочитал чего-то. А вот когда я прочитал стихотворение, ко мне подошел молодой человек. Ну, его надо назвать по имени, фамилии, отчество не знаю. Слава Синчагов. Он понимал себя не как поэта, он понимал, что Маяковка – это некое общественное явление. И он тогда уже думал о том, как можно эту страну менять и изменять. Он уже тогда какие-то, не знаю, может быть, не сам, но у него определенные мысли на эту тему были. Потом я выяснил, что, скорее всего, это было влияние учителя их школьного, который сознательно, может быть, что-то воспитывал у своих учеников, определенные взгляды формировал. Он меня отозвал в сторону, стал что-то со мной говорить, кто я, чем я занимаюсь, его восхитило, что я там в физтехе учусь. И он мне предложил вот познакомиться с другими людьми, которые читают стихи на Маяковке. И в частности, что-то узнать о том, как другие люди относятся к тем или иным литературным произведениям, к общественно-политическим событиям, потому что он завел разговоры об этом, и какие-то мои ответы его устроили. Вот. А он, по сути, был организатором Маяковки как общественного явления, и поэтому там несколько таких было людей. Я с ним потом познакомился, Володя Осипов. Кстати, надо сказать, что Володя Осипов там в какое-то время попал в лагеря и несколько раз там был, а Синчагов, верхом его карьеры, был то, что он стал министром финансов. Последние минуты жизни Советского Союза. Он был одним из последних. Не Павел, а Павлов же, по-моему, был. Я могу вот что перепутать. Понятно, Значит, он стал одним из министров экономического блока. Как это в то время называлось, могло называться немножко по-другому. Но в общем, Синчагов добрался до министра СССР. Ну хорошо, ладно. Ну, там это интересная история, все эти судьбы людей очень интересные. Не хочу сейчас об этом говорить, это отдельная тема. Об этих людях отдельно писали книги. Осипов один тоже из людей, вошедших в историю, если хочешь, общественного движения российского. Он философ, сидел он дважды, по-моему, если не трижды. Но он тоже придавал большое значение литературному движению как таковому. Видимо, сказывалось изучение опыта Венгрии, где, конечно, венгерская революция во многом произошла и родилась в литературных каких-то кружках. У меня появляется система новых знакомств. В частности, я появляюсь в салоне мадам Фриде. Это женщина, которая имела отношение к театральному миру. Жила недалеко от театра Пушкина, то есть недалеко, по сути, территориально от моей
квартиры, от комнаты, где я жил. Где собираются люди, неформалы, которые читают друг другу стихи. И многие маяковские поэты там тоже бывают. В частности, Толя Щукин, одноклассник, кстати, Синчагова. Производит огромное впечатление на присутствующих, на мужчин как интересный поэт, на девушек во многом как темпераментный молодой человек, красивой наружности, ну, энергичный такой, насыщенный. Ну, так, к слову сказать, он в этот момент девственник, когда восхищает массу женщин. Значит, начинаю ходить уже не только в салон Фриде, но эти ребята, они организуют такие... А тебе твоей стипендии хватает? То есть ты получаешь вот эту стипендию? Да, мне по сути ее хватает. Более того, в то время можно было жить очень хорошо. Ну, чтобы ты представляла себе, Хрущев изобрел эту простую вещь. Он заявил людям, что в столовых хлеб бесплатен. В столовой можно было есть бесплатно хлеб. Рядом со мной, внизу гостиница «Москва», существовала столовая. Ну, так считалось, что и в центре нужно иметь общедоступные столовые высокого класса. В этой общедоступной столовой высокого класса молочный суп, качественный, из настоящего молока, а не вода забеленная чуть-чуть молочком, качественный молочный рисовый суп стоил 20 копеек. Вот ты берешь тарелку молочного качественного супа за 20 копеек. Садишься за стол и ешь не просто хлеб, а там был отборный хлеб. То есть, если белые батоны стоили обычные 13 копеек, там был 25-копеечный хлеб белый. И более того, это было заведение такого... А с женой там тоже был? С женой тоже был. Хорошо. Это было заведение не того сорта, когда тебя могут выгнать. На тебя могут покоситься, но это незаметно. Это не тот уровень. Это тот класс, когда нельзя позволить себе вот, относиться к этой шушере значимо. Ну, там обходилось без скандала. Пускали, знали, что я пришел есть хлеб 25-копеечный. С 20-копеечным супом. С 20-копеечным супом 25-копеечный хлеб. Да. И за хлеб при этом не платить. Если точно обрисовывать ситуацию. Поэтому жить можно было, цены были... А как ты к ним, вот к персоналу этой столовой, какое у тебя было чувство? Что тебе на них наплевать? Или все-таки ты чувствовал, что иногда Нет, они не одобряют? У меня не было никаких взаимоотношений. Вот там был хороший класс нейтральности. Я не чувствовал себя нарушающим как-то вот так. Ну и никакой благодарности и теплых чувств ты к ним тоже не испытывал. Я просто принял хорошее, теплое, большое помещение. И суп. Чистое, да. Ясно. Да, это интересно. Хорошая посуда, не отбитые края у тарелок и так далее. Ложка не алюминиевая, а металлическая. А на что же твои деньги-то в основном уходили тогда? Ну, кроме того, что надо один раз суп поесть, да? Нет, Надо же было как-то позавтракать, поужинать. А Игнас помогал или? Игнас, вот я не помню, после того, как я стал получать стипендию, стал ли он мне, продолжал мне помогать? Нет, я понимаю, там Мария Петровна, Люда, то есть там вообще не такая уж маленькая семья. Нет, я думаю, что, скорее всего, уже этого не происходило. Может быть, даже это не происходило, потому что я как-то так понимал, что я не могу этого делать, так будем говорить. Это будет неправильно. Ну, короче говоря, собирались не только стихи слушать в салоне мадам Фриде. А как ты одевался в это время? Вот как раз в это время, когда я ходил летом на Маяковку, да, я как раз надевал эти чешки. Мне даже кажется, почему-то, что я... Это тапки такие. Почему-то представляю их. Ну, они с такими резиновыми... Коричневые. Да, они коричневые, причем вот. Такими два треугольничка вставлены, растягивающиеся. Да, и довольно-таки, плоские. Ну, они невысокие, да. Ну, в общем, ладно. Я даже не знаю, был ли каблучок там у... Да, мне почему-то кажется, что каблучка там как раз и не было. Да. Никакого, не тонкого. Вот это особенность чешек вообще, что у них нет каблучка. Ну, понятно. Но мне почему-то кажется, это действительно легендарная обувь, на которую мне как-то довелось заглянуть. Может быть, меня познакомили, сказать, что вот. Надо сказать, что многие товары в то время стоили баснословно дешево.
В частности, на А ты хотел выглядеть красиво, красиво одеться? Ты знаешь, как-то, Ну, элегантно. я тебе так скажу, вот в этот момент как раз, То есть тебе 20 лет. вот в этой компании, да, понимаешь, вот, я же прошел стиляжничество, можно и этой темы коснуться, это было немножко раньше. Но, кстати, меня совершенно возмущает то, как сейчас подают это движение стиляк. Абсолютная ложь, просто перекос, как некое движение сознательных противников строя, которые обеспечивали будущий прогресс страны. Абсолютная ложь. Другими категориями надо характеризовать этих людей, и там всякие были люди. И более того, оно не было таким, из которого сформировалось будущее страны, это неправда. И, конечно, если Филипенко заметный человек, более того, он тоже в физтехе учился, но его стиляжничество означало уход из физтеха, на самом деле, и приход в театр МГУ, и уже понимание себя как человека богемы и творчества. А были же люди, которые хотели работать в физике, работать в математике, которые хотели создавать станки, летать на самолетах. Это требовало труда, и нельзя было проводить время на танцах. И это сделать главным в жизни. Я помню людей, которые готовились в летчики, они рассказывали и понимали о том, что жизнь коротка. Он мечтает стать летчиком-испытателем и знает, что это означает, что до 30, возможно, он не доживет. И, конечно, когда стиляжничество выпячивают. То есть я как бы хорошо к Валерию, по-моему, зовут, к младшему Тодоровскому не относился, мне понравился его очень фильм «Гарпастум». Но, тем не менее, я не ходил, не смотрел пока стиляги. Но то, что вот я слушаю, как его описывают и показывают кадры, туда принесено какое-то однозначное отношение туда принесено, как к кому-то абсолютно положительному явлению. Нет, не согласен. Это было значимое явление, значимое, формирующее умы, души в разные стороны. Ну, а твой это стиль в одежде и... Так вот, нет, в общем, когда были стиляги, Игнатий, естественно, составил этот момент. Это означает поднятый воротник, белый шарфик, там, такой известный такой стиль гангстерства некоторый, гангстерской одежды привнесенной. Ну, это быстро как-то ушло. Ну, ты тоже ходил с белым шарфиком? Да, пытался носить такой пальто с поднятым воротником, с белым шарфиком. Ну, поднятый воротник, наверное, тебе шел, а вот шарфик я не очень представляю. Ну, да, и это, наверное, не шло, потому что я не умею носить шарфики на самом деле. И Наташа меня заставляет надевать шарфики. Я, как правило, шарфы не ношу вообще. Так вот, в этот момент я тебе скажу, как можно было выглядеть красиво и хорошо. Значит, были такие куртки, которые, тем временем, хоть как-то коснулся фестиваля, а фестиваль был уже организован, их давали бесплатно людям, которые в каких-то мероприятиях были заняты. И вот у меня была такая выданная на фестивале курточка, беленькая. Стильный такой фасон. И вот к моменту, когда я уже так стал поэтом, так будем говорить, но во всяком случае, когда у меня возникло мироощущение поэта, хотя называться так я не мог, просто потому что за душой не было стихов, так можно говорить. Ну, там 5 штук написано. Того, что... даже если 10, это еще надо сказать, что я как-то медленный человек, и я убежден, что я требовательный. Для меня то, что я оставил написанным, это, я считаю, что это то, что и должно быть остаться. У меня, на мой взгляд, нет плохих вещей, а плохие вещи только те, которые характеризуют становление. Они оставлены потому что начал писать. Процесс роста. С чего началось? Это характеристика именно. Процесс роста. Откуда я взялся, да. Так вот, мои друзья, художники, уже художники среди них есть, я стою, они берут мольберт и начинают раскрашивать эту куртку. Надо сказать, что, во-первых, борода окладистая, большая рыжая борода, восхищавшая девочек
чрезвычайно. Это, кстати, на многих молодых девушек действует безотказно, как сексуальный некий призыв. Вот. Какой она длина была, борода-то? Окладистая борода, потому что я не постригал, но я думаю, что сантиметра 4, наверное, вниз. Ну 4, ну это бородка, а не борода. Нет, то я не представила до тут пояса, такое. не до пояса, не до пояса. Она была очень странная, она была рыжая. Ну хорошо. Черная, рыжая и черная. Причем, да, и глаза светло-серые. причем рыжие волосы были очень толстые. Вот черные были тонкие, так как на голове, а рыжие были прям мне как кажется, проволока. я помню и бороду. Ну, в смысле, цвет, вот я что-то помню. Ну, это было наверное, полное пару неудовольствие. раз я видела Это тебя. было полное неудовольствие моих родственников, Да, всех окружающих. Да, я понимаю. Ну и вот человек с своей же бородой, бывший белой куртке. Куртка покрашена масляной краской. Сам, ну, это не нарисовано что-то фигуративное, это просто вот хаос красок. И вот я в такой куртке еще осмеливался влезать в троллейбус. Что, конечно, некоторыми оценивалось не как художественное произведение и такой интересный вот тип, маляр, а то, что, вообще говоря, неопрятный человек человек. вошел, который может их испачкать, реально. И это действительно могло произойти. Так что вот ты спрашиваешь, как я одевался, да, вот так. Был тоже интересный момент, я ведь говорю, Ну, тебе самому нравилось. мне самому нравилось. А Более- волосы длинные на голове? Ну, Нет, вот, мне просто было как-то неприязнь к длинным волосам с детства. Ну, вот. Но они не были... Они не были. Значит, у не меня наголо ты стриг. одним из любимых стрижек моих, и, кстати, есть фотография, где очень нравлюсь Наташе, это мы с Феликсом едем в троллейбусе, возвращаясь с пляжа, Серебряного бурштина? едущий в Симферополь, с Лушнинского пляжа. И я там пострижен под такой бобрик. Хотя волосы не позволяют мне, по идее, носить такую прическу. Но если не очень длинные волосы, то можно добиться того, что они все-таки в стоячем положении, не заваливаются. И я сам себе нравлюсь, то есть, мне кажется, я вполне подходил для какого-нибудь киношного эпизода. Да. Не для кинокарьеры, но для киношного эпизода подходил. Так что мне как-то не нравились длинные волосы. И более того, это физически неприятно, потому что у меня, ну, откровенность, жирная кожа, и с длинными волосами это требовало бы, ну, просто замучаешься ухаживать, что называется. Вот. Так я хочу сказать, что я ходил не только на литературные встречи, литературные салоны, но и на встречи, где разбирались какие-то эпизоды истории. На квартирах собирались люди, причем вроде бы все знакомые должны были туда приходить. Отобран контингент, потому что понимают все, что это уже не совсем одобряемое властями действие. И вот делается доклад, в частности, о советско-финской войне. Есть вещи, о которых я узнал вот на таких чтениях, так будем говорить, и которые никто не опровергнул. Более того, я время от времени нахожу подтверждение. Но в частности, один из эпизодов, рассказанных там, это достоин, вообще говоря, того, чтобы его как-то обсуждать, хотя его никто не обсуждает. То есть, когда началась советско-финская война, ну, во-первых, для населения Советского Союза мы не нападали на Финляндию. Хотя это абсолютно точно доказать можно, что нападали. И все факты говорят об этом, и никто серьезно не обсуждает эту тему на международном уровне. Но внутри страны это нет, такого ничего не было. Так вот, был эпизод очень Я помню, любопытный. учительница истории, но мы попросили у них маленький кусочек территории. В обмен, да. Да, Не а они нам отказали. А все-таки ты тоже Ну, обратил это очень внимание, да? невежливо. Ну вот, ну, показалось, что это неубедительным, ну, что значит вот, да. Ну ладно. Ну, короче, было, да, ситуация ведь вот какая. Ну, надо уже немножко чуть напомнить. Это конец 1939 года, начало войны. Польша уже завоевана, и мы участвовали в разделе, 4-м разделе Польши. Уже идет война Германии с Англией и Францией. В этой ситуации у нас, в принципе, есть договоренность с Германией, вот эту
в 1939 году мы об этом договорились, о том, что Финляндия – это сфера российских интересов. И что Германия не будет вмешиваться, что бы мы там ни делали. Если бы мы действовали бы энергично, как нам удалось в Латвии, Литве и Эстонии, то Финляндия была бы нашей. Мы же на второй день войны уже было правительство к осени, или, может быть, даже тоже в первый же день. У нас было создано правительство финское. Вот, короче говоря, в этот момент добровольцы из Англии и Франции приплывают на пароходиках, чтобы помочь сражающимся финнам, которые мужественно сражаются. Это одна из причин того, что нам Финляндию не удалось захватить. И наши самолеты совершают рейд на Финляндию и разбомбили эти два парохода, по-моему, два. Могу врать, два парохода с английскими и французскими добровольцами. Поразительно, вот для меня поразительно, насколько все-таки точный, разумный расчет Черчилля, я думаю, что это он инициатор, который не превратил этот факт в факт, который можно использовать для действий против Советского Союза, и не было объявлено никаких ответных мер этих стран на действия нашей авиации. То есть у нас, ну, кроме того, что мы уже выступили союзниками Германии в разделе Польши, значит, у нас был шанс войти значительно раньше Вторую мировую войну, затеяв отдельную войну с Англией и Францией. Вот. Их руководители имели в виду все-таки, что победа над Германией должна быть обеспечена обязательным включением Советского Союза как союзника в борьбе с Германией. То есть, конечно, Вторая мировая война и нападение на Советский Союз можно считать не только инициативой Гитлера. Если трезво смотреть на вещи, то это, конечно, война спровоцирована во многом действиями Англии и Франции. Они хотели, чтобы эта война состоялась. Им нужна была война Советского Союза с Германией. Чтобы того и другого ослабить. Чтобы Германию, по крайней мере, они все представляли, что с Германией они воевать по-настоящему вот сейчас не могут. А решение, и более того, решение положительное может быть только в одном случае, если Россия примет участие. Может быть, они сумели бы оборониться и без Советского Союза, но это стоило бы огромных усилий, огромной крови. Тем более, что в тот момент США не готовы было еще выступить в защиту и Франции, и Англии, и общественное мнение в Америке было против вступления в какого-либо войну с Германией. Так что, ну, вот это обсуждается, приводятся документы, вот такое сборище, так скажем. Были сборища, где разбиралась экономическая политика, коллективизация и так далее. То есть собирались люди, которые имели доступ к документам или организовывали его как-то. Может быть, они извлекали из каких-то своих домашних хранилищ, может быть, они имели доступ к какой-то спецхране библиотек разными способами. Ну, короче говоря, и поэты тоже привлекались к участию в обсуждении общественно-политических задач. Но обсуждалось, в частности, и каким должен быть социализм, какая модель социализма лучше, что такое анархизм из себя представляет. В этом смысле, какие виды фашизма были, отличия итальянского фашизма от германского фашизма. Масса интересных таких общественно-политических тем. И попутно рассказывалось и о тех движениях молодежных и немолодежных, которые уже в нашем обществе существуют. Но среди участников были и те, кто уже как-то имел определенный опыт, побывали уже в тюрьме, в лагере, имели какие-то сроки. Так что вот так я оказался еще втянут в общественно-политическое такое движение. И с удовольствием, с интересом к этому относился, потому что меня это действительно серьезно занимало. Но при этом я могу абсолютно точно ручаться за то, что
большинству путь развития страны виделся как путь настоящего социализма и реализации общественных инициатив. То есть что-то вроде анархосиндикализма такого. Социализм на экономической основе анархосиндикализма. Ну, вот так вот я вступал в 1961 год, где я уже активным стал участником Маяковки. И тут происходит событие, конечно, для всех значимое. Это 12 апреля 1961 года. В космос летит человек, Юрий Гагарин. Мы абсолютно все рады этому. А при этом у нас уже намечено, ну, Маяковский был, конечно, кумиром большинства тех, кто участвовал во всех этих действиях. Сам выбор места тоже связан с тем, что мы отдавали должное Маяковскому как поэту. Более того, мы посещали, многие из нас были в музее Маяковского, который был центром им тоже обсуждения каких-то художественных явлений, в первую очередь, но не обсуждаемых в других местах. Какой-то художественный опыт того же Татлина, футуристов. Там были искусствоведы, которые одновременно учили другому восприятию. И это тоже революционизировало сознание. Что музей Маяковского сыграл определенную роль в становлении, ну, если не впрямую в становлении андеграунда, но в подпитке его определенными людьми. Но в частности, можно вспомнить такого поэта Айги, можно вспомнить сына Айги, который впрямую, конечно, не участвовал в этом, но на нем это... Сейчас, кстати, сын Айги в современном музее Маяковского иногда устраивает концерты. Причем это происходило общедоступно, бесплатно, в том же литературном музее, который находился в то время на улице Дмитрова. Там я впервые слушал хорошее, полное чтение стихов Заболоцкого, причем в сопровождении, сейчас боюсь соврать, была очень известная пианистка, женщина, она прекрасно играла. И это был такой концерт с чтением стихов. Ну, в общем, представляешь себе, да, мне надо учиться в физтехе, а меня занимает много другого, другая жизнь, участие в ней полноценное, полнокровное. Я один из тех, кто создает погоду. И у нас намечен на 14 апреля, это день смерти Маяковского, самоубийство, будем так говорить. Ну, ты веришь, что это самоубийство? Я почему-то тоже думаю, что... Ну, в общем, видимо, все-таки самоубийство. Угу. Хотя есть люди, которые отстаивают точку зрения, что это убийство. Недавно была, кстати, по телевизору передача, где они пригласили врачей. У них нет, конечно, возможности уже сейчас составить полноценную картину того, что происходит, но они по описанию, которое давалось, забыл последнюю его любовницу, как звали, ну, могу вспомнить, но не буду мучить, заморачиваться. Она просто описывает там изменения цвета лица и так далее, они истолковывают все то, что она... У нее нет задачи рассказать о том, кто чего сделал или кто чего сделал, она просто наблюдает за какими-то внешними проявлениями этого тела. И вот то, что она наблюдает, показывает, что это, скорее всего, самоубийство. Ну, неважно. Значит, важно другое, что 14 апреля назначен день нашего выступления. Мы не можем такой знаменательный день, когда умер Маяковский, пройти мимо, мы должны выступать. Это назначено вечером. А 14 апреля в Москву привозят Гагарина. Ну, 14. 12 апреля он полетел, 14 апреля встреча его в Москве, москвичами. Я думаю, что это был какой-то вообще выходной день, так удачно совпало, скорее всего. Да, скорее всего, выходной, потому что мы назначали на субботу, либо на воскресенье наше обычное выступление. И в Москве масса народу, которые праздничные гуляния устраивают. А мы вылезаем к памятнику Маяковского, начинаем читать стихи, но несколько о другом.
Но то, что много народу, для них это интересно, они не связывают, нет никакого желания, по-моему, связывать одно с другим, они вполне понимают, что это другое, и не Гагарину, не против Гагарина, не за Гагарина, это о другом. Но, тем не менее, это властям не нравится, конечно же, и они начинают людей задерживать, хватать, так будем говорить. Но я помню, что когда меня окружила толпа, которая не хотела меня отдавать милиционерам, я почувствовал как спасение, то, что меня дружинники выволокли из этой толпы. Почему? Ну, меня бы просто раздавили бы, понимаешь? Вот,